Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа совершил рабочую поездку в город Аркадак. Президент Туркменистана обратился к участникам 38-го заседания конференции руководителей ОСЖД. В Ашхабаде стартует международный хоккейный турнир и другие новости. Сегодня в Ашхабаде начинает работу 38-е заседание конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог. По этому случаю президент Сердар Бердымухамедов обратился к участникам с приветственным обращением, в котором в частности говорится, что Туркменистан занимает активную позицию в развитии транспортно-транзитных коридоров, в том числе в вопросах сотрудничества на площадках ООН и других крупных международных организаций. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил город Аркадак, где ознакомился с деятельностью Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и подготовкой к предстоящему национальному празднику туркменского скакуна. В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева председатель Халк Маслихаты проконтролировал ход подготовки к празднику, который впервые будет проводиться на базе этого учебного заведения. Ректор академии доложил о работе по обучению студентов национальным методам сеясования и применению их на практике. В ходе поездки Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел новорожденного жеребенка и дал ему имя Шахыр в связи с празднованием 300-летия великого поэта Махтумкули Фраги, а также поручил решить вопрос с жильем для преподавателей академии. В Ашхабаде прошел очередной раунд ежегодных политических консультаций между Туркменистаном и США. Делегацию Туркменистана на переговорах возглавил руководитель МИД Рашид Миредов, а делегацию США – заместитель помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джон Помершайм. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития туркмено-американских отношений, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая региональную и глобальную безопасность. В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзаменов на права. Как отмечается в постановлении правительства, замена иностранных прав ужесточится, расширится список необходимых документов, а после 3 неудачных попыток пересдать экзамен можно будет не ранее, чем через полгода. Для желающих заменить иностранные права на российские придется сдавать теорию, если они собираются управлять мотоциклами, легковыми машинами, мопедами, скутерами и легкими квадроциклами. Водители грузовиков и автобусов должны будут сдавать теоретические и практические экзамены. 23-летний дайвер-инструктор Виктор Селман спас акулу от участи стать чьим-то ужином. Давно мечтая увидеть акулу во время погружения, Виктор решил действовать. Он отправился в ресторан, где подавали блюда из акулы, и за небольшую сумму в $20 приобрел живую акулу. Вместо того, чтобы позволить ей стать чьей-то едой, Виктор немедленно отвез животное к морю и выпустил в открытые воды Сиамского залива, даруя акуле шанс на новую жизнь. В конно-спортивном комплексе Марийского вилаята Туркменистана состоялось открытие весеннего сезона скачек. В забегах приняли участие более 100 халтекинских лошадей в возрасте от 3 лет и старше, представляющих все регионы страны. Всего прошло 9 заездов. Программа открытия включала праздничный концерт с выступлениями известных танцевальных и фольклорных коллективов, бахши и мастеров эстрады, а также показательные выступления спортсменов и выставки декоративно-прикладного искусства. В финале соревнований победители 9 забегов были награждены призами. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.